В эфире итоговая программа новостей. Расскажем о главных событиях уходящей среды и коротко о темах далее. Это был вообще страшный период. Я не хочу этого переживать вообще никак. Год с начала распространения коронавируса в регионе, изматывающие смены, тоска по дому и горесть от утраты пациентов. Всем этим врачи с передовой поделились с нашим корреспондентом. Сферу ЖКХ обсудили в Нерюнгри. Законность действий коммунальщиков рассмотрела прокуратура города. Обещали до Нового года, на дворе март, а объект еще не ввели. Причины задержек спорткомплекса «Энергетик» проверили в Алдане. Вывести вот весь этот багаж, всю эту базу в интернет у нас не хватает средств. Проблемы сохранения языков в Якутске обсудили с президентом Российской академии наук. Одно из новшеств – это полностью автоматизированная система кормления. Якутская птицефабрика продолжает наращивать объемы производства. Сегодня нам показали новое итальянское оборудование. Год назад в Якутии был выявлен нулевой больной с COVID-19. С тех пор в регионе заразились более 33 тысяч человек, выздоровели более 31 тысячи. Скончались 539 пациентов. Выполнено порядка 1 миллиона тестов. Год страха, неизвестности, но одновременно с этим и новых открытий. Как пережили якутяне ушедший 2020? Вместе с нашими корреспондентами в большом репортаже вспомним главные моменты. – 2020. Именно такую картину мы наблюдали в начале весны. Пустынные улицы без машин и людей. Казалось, что время остановилось. Ровно год назад, 17 марта, в Якутии выявили первый случай заболевания коронавирусной инфекцией. С этого дня жизнь якутян изменилась кардинальным образом. Маски, перчатки, санитайзеры и социальная дистанция стали нормой повседневной жизни. Первыми удар пандемии приняли на себя врачи. 17 марта в Якутскую городскую клиническую больницу поступил первый пациент с новым заболеванием. И как он поступил в инфекционное отделение, мы начали профилировать наше отделение. Первым профилированным отделением инфекционный корпус был инфекционный кишечный гепатитное отделение на 100 коек. И мы сразу, это особо опасные инфекции, сразу мы отделили отсек для этого больного. Вскоре за ним в перепрофилированное отделение начали поступать и другие пациенты. Всего на борьбу с новым заболеванием вступили свыше 8 тысяч якутских врачей и медперсонала. Они покинули семьи, оставили детей и родных, чтобы в красной зоне ежедневно, рискуя своими жизнями, спасать жизни других людей. Вот самая высокая заболеваемость была в июне-июле месяце. Мы там чуть не задохнулись. Это был вообще страшный период. Я не хочу этого переживать вообще никак. Этот самый страшный период, потому что, во-первых, жара, сотрудники все, вот в этом, все заходят, вот когда их видишь, да, все заходят. Так, если честно сказать, мне вообще жалко становилось, я не могла вот это, на это спокойно смотреть, у меня сразу, когда я их видела, все заходили, бедные в машину заходили, у меня слезы на глазах, я вообще не могла с ними разговаривать. В рекордные сроки по всем районам развернули обсерваторы, создали дополнительные коечные места. В большом количестве в Якутию начали поставляться ИВЛ, кислородные станции, компьютерные томографы. Настоящими героями нашего времени стали не только врачи, но и их семьи, а особенно дети. Вступили в силу первые ограничения. Большая часть населения ушла на удаленку. Школьники и студенты перешли на дистанционное обучение. Начали закрываться рестораны, торговые и развлекательные центры, спортивные объекты и кружки. Приостановилась работа сферы красоты. На поддержку малого бизнеса регион направил 1 миллиард рублей. На поддержку всей экономики 35 миллиардов. Стимулирующие выплаты указом главы республики Айсена Николаева начали получать работающие в красной зоне. Моральную поддержку тем, кто на передовой, слали все жители Якутии.
аппарат неинвазивной вентиляции легких. Здоровье вы спасаете и даже жизнь порой. Ведь каждый медработник практически герой. Чтоб коронавирус должен быть побежден. Подключились к акции волонтеры. По поручению главы был создан республиканский волонтерский корпус по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам. Тысячи волонтеров по всей Якутии доставляли им товары первой необходимости – продукты и лекарства. Все, что заказывали, мы вам принесли. Пожалуйста. Якутяне повсеместно включились во всемирный флешмоб по шитью многоразовых защитных средств. Школьники, предприниматели, целые коллективы шили маски и доставляли их врачам и ветеранам. В этой трудной борьбе никто не остался в стороне. С каждым днем количество больных увеличивалось. Власти ограничили свободное передвижение жителей, начали закрываться въезды и выезды в населенных пунктах. В режим самоизоляции ушли якутские пригороды. К ним подключились крупные промышленные районы. 12 апреля в Алдане введен полный карантин. В городе с населением чуть более 20 тысяч выявлено 5 заболевших. Еще 80 контактных помещены в обсерватор. К сожалению, вчера одна пациентка ушла. Мы приносим свои искренние соболезнования родным и близким. Наши врачи делали все, что могли, боролись за ее жизнь. Якутия начала по-настоящему ощущать удаленку. Так, впервые майские праздники, экзамены и выпускные, и даже традиционные выезды на природу – все в формате онлайн. В этот период на поддержку семей с детьми направлялись беспрецедентные суммы. Всего на эти цели было направлено свыше 3 миллиардов рублей. Самый любимый праздник большинства якутян, национальный праздник Исэх, прошел в дистанционном формате. Впервые якутяне встретили солнце и провели обряд очищения через экраны своих смартфонов. – 11 августа все вздохнули с облегчением. Российские ученые зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19. Ее назвали «Спутник Ви», по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли. В начале сентября первая партия вакцины поступила в Якутию. Ей привили врачей и сотрудников социальной сферы. С наступлением осени начался рост сезонных респираторных заболеваний. Не стал исключением и ковид. В сентябре число новых случаев удвоилось, а в октябре в Якутию пришла вторая волна. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженной. За последние сутки выявлено 133 новых случаев коронавирусной инфекции. 19 ноября зарегистрировано новых 219 случаев. Выявлено 220 новых случаев коронавирусной инфекции. Ковидный 2020 определил главный вектор предстоящего 2021 года. В ходе традиционного послания Илтумену Айсен Николаев объявил его годом здоровья. С долгожданным наступлением Нового года у каждого из нас появилась надежда, что коварную болезнь можно победить. С 19 января в Якутии началась массовая вакцинация. Буквально на днях глава региона подписал указ о смягчении действующего режима. Открылись парки, отменили обязательные санитарные дни, увеличилась заполняемость залов в театрах и кино. Разрешены долгожданные культурные и спортивные мероприятия. Число заболевших снижается с каждым днем. Я считаю, что это достижение нашей страны, что у нас первой в мире появилась такая вакцина от коронавируса, эффективная причем. И абсолютно, на сегодняшний день она безвредная для людей, тяжелых каких-то осложнений у людей нету, и главное ее эффективность. Это важный год, изменивший планету, изменивший каждого из нас, изменивший ценность всей нашей жизни. Он научил нас ценить время, ценить живое общение, поменял отношение к близким. Заставил действовать стремительно, но вместе с тем обдуманно. И жить с надеждой, и дышать, несмотря ни на что. В течение 365 дней мы скупали лимоны, имбирь и маски.
Познавали удаленку, боялись, скучали по друзьям, близким и путешествиям. Осваивали видеозвонки, а еще сидели дома. Много, как никогда раньше. Но, несмотря на это, не сломились. А с изобретением вакцины постепенно начинаем возвращаться к жизни без ограничений. Ульяна Шагина, Петр Васильев, Якутск. Говоря о дне сегодняшнем, в Якутии за сутки выявили 30 новых случаев коронавируса. Из них 20 человек в Якутске. В Алданском, Вилюйском, Мегино-Кангаласском, Нерюнгринском и Алекминском районах по 2 случая. За сутки лаборатории региона провели почти 2000 исследований на COVID-19. Теперь вакцинации. В Якутии ожидается поступление новой партии вакцин против коронавируса. Из поступивших ранее почти 56,5 тысяч доз использовано свыше 99%. Первый компонент получили 55,5 тысяч якутян, второй – 34 600. В данное время идет предварительная запись на вакцинирование. В завершении брифинга зампред правительства региона Ольга Балабкина призвала всех якутян помнить о соблюдении санитарных норм и ограничительных мер, особенно в период обострения сезонного ОРВИ. О том, какая эпидобстановка складывается в Ленском районе, расскажет Светлана Балеева. Закрыто инфекционное отделение в Витиме-Пеледуе, сокращены места для ковидных больных в городской инфекционной больнице. А это значит, что заболеваемость идет на спад быстрыми темпами. Буквально месяц назад число заболевших превышало 100 человек. Сегодня 13. Из них 7 человек проходят лечение в инфекционном отделении и 5 человек лечатся на дому, то есть проходит лечение амбулаторное. Итого 12 человек. В Витиме у нас инфекционное отделение, там, где были больные ковидом, закрыто, в Пеледуе закрыто. То есть в этом отношении у нас достаточно благополучная ситуация. В районе продолжается вакцинация пациентов. Прививки уже получили более 1000 ленчан. Напомним, что вакцинация от коронавируса проходит в 2 этапа. Второй раз прививку необходимо поставить через 21 день после первого. Если человек уже болел и его данные внесены в федеральный портал перенесших коронавирус, то у него будет отвод от вакцинации на ближайшие полгода. На сегодняшний день первая партия поступившей вакцины, а это 1100 доз, уже израсходована. Вот на этой неделе мы заканчиваем последнюю часть людей, которые прошли первую часть вакцинации. Поселение мы охватили частично Витим, Пеледуй, Талон, Мурью, Батамай, Дорожный, Северную. В ближайшее время ожидается еще партия вакцины. Она будет распределена между городом и наслегами. В очереди на получение препарата стоит огромное количество ленчан. Но опять же, с приходом очередной партии вакцины поставить прививку удастся далеко не всем. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Денис Семенов, Ленск. Сегодня Айсен Николаев обратится к жителям Якутии. Трансляция организована на телеканалах «Якутия-24», НВК «Саха» и «Радио ТТ». Она будет доступна для зрителей нашего канала в 20:30 по якутскому времени, сразу после программы «Итоги дня». К другим темам. Семьи, желающие за счет материнского капитала построить или отремонтировать свой дом, больше не обязаны предоставлять сведения в пенсионный фонд. Это касается данных из акта выполненных строительных работ. То есть отчитываться о монтаже фундамента, возведении стен или кровли больше не нужно. Теперь достаточно лишь предоставить выписку из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нем дом находятся в собственности семьи. Обратиться за детской выплатой в 5000 рублей можно до конца марта. Об этом сообщили в Пенсионном фонде. В ведомстве напомнили, что она полагается семьям, которые воспитывают детей до 8 лет и предоставляется единовременно, начиная с декабря месяца прошлого года по указу президента России. Большинству семей деньги пришли автоматически. Заявление требуется только от граждан, не получивших выплаты по коронавирусу летом прошлого года. Оставить заявление на финансовую помощь можно на портале госуслуг или принести в любую клиентскую службу Пенсионного фонда, независимо от места жительства. Вопросы сохранения и функционирования государственных и официальных языков обсудили сегодня на круглом столе с участием президента Российской академии наук в Якутске. Как отметили на встрече, в республике создана серьезная нормативная база для решения проблемы сохранения и развития языков. В 1992 году был принят закон о языках, согласно которому якутский наряду с русским языком на территории республики были объявлены государственными, а также эвенкийский, эвенкский и юкагирский языки утверждены как официальные на местах проживания их носителей.
Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов ведет научное сопровождение всей этой работы, куда входит постоянный мониторинг языковой ситуации, разработка и издание практических работ, учебных пособий, разговорных словарей. Это все упирается в финансирование. Вот сейчас у нас перспективная задача — это создание корпусов языков якутского и языков коренных малочисленных народов Севера. У нас какой-то определенный задел в институте, конечно, есть. Мы создаем машинный фонд, мы создали подкорпуса словарей, значит, текстов фольклорных, плюс морфологический анализатор у нас разрабатывается, речевой синтезатор у нас, значит, разработан. Вывести вот весь этот багаж, всю эту базу в интернет у нас не хватает средств. Поэтому мы в этом плане, конечно, очень рассчитываем на поддержку государственной программы. Противопожарный режим из-за роста числа техногенных пожаров ввели в Валданском районе Якутии. Отмечается, что это связано с ростом количества техногенных пожаров. В районе проводятся ежедневные профилактические мероприятия в жилом секторе. По последней информации, там произошло около 40 случаев возгорания. Основными причинами являются нарушение правил пользования отопительными печами и обогревателями, а также неосторожное обращение с огнем в жилом секторе. Между тем, сферу ЖКХ обсудили в Нерюнгри. Законность действий коммунальщиков рассмотрела прокуратура города. Ситуация с обеспечением требований законодательства, соблюдением прав граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства требует постоянного внимания со стороны органов прокуратуры, государственной власти и местного самоуправления, правоохранительных и контролирующих структур. Из всех обращений нерюнгринцев в прокуратуру около 30% занимают вопросы, связанные с услугами ЖКХ. Начислением за коммунальные услуги по общему домовому имуществу, по электроэнергии. Вот буквально в Чурмине был, там граждане обратились по поводу начисления оплаты за предоставленные услуги в сфере электроснабжения, в виде электроснабжения. По качеству не так часто. В этом плане у нас благополучная ситуация. Ну и в целом ситуация-то нормальная, если оценивать. Такие точные обращения есть, мы их отрабатываем, естественно, при наличии оснований принимаем меры. То есть держим эту ситуацию на контроле. Надзорным ведомствам уделяется особое внимание вопросам обеспечения законности при подготовке и прохождении отопительного периода, в том числе вследствие того, что в прошлом сезоне в Нерюнгринском районе регистрировались ряд аварий на объектах ЖКХ. Потом по агрегату это экспертиза и ремонт, замена основных узлов механизмов. Значит, по энергоблоку номер 22 мероприятия, здесь то же самое по поверхности нагрева. По топливопроготовлению, по экспертизам, по котлу, по турбине. Значит, в принципе, достаточно обширная программа, и все охвачено. На заседании были подняты вопросы о задолженности перед ресурсоснабжающими предприятиями. В настоящее время нерюнгринцы должны ресурсникам внушительную сумму – свыше миллиарда рублей. Были рассмотрены вопросы по подготовке к новому сезону по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению из ветхого и аварийного жилья. По итогам состоявшегося заседания определены необходимые меры в целях обеспечения законности в рассмотренной сфере. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Обещали до Нового года, а вышло как всегда. Спорткомплекс «Энергетик» продолжают реконструировать в Алдане. С причинами отставания ознакомился представитель заказчика, а с ним и наш корреспондент Татьяна Вахнина. Новые современные тренажеры наверняка порадуют будущих посетителей спортивного комплекса «Энергетик». Однако комплекс пока не открыт. Затянувшийся ремонт продолжается. Между тем, основная часть работ выполнена. Главное, готова чаша бассейна. Сроки затянулись в первую очередь по вине подрядчика, по вине пандемии, которая не позволила привести должное количество сотрудников для производства работ. Напомним, на ремонт «Энергетик» закрылся 9 лет назад. Работы откладывались по причине отсутствия финансов. Вопрос решился в 2019 году. Деньги были выделены из бюджета Якутии. Обязательство по сдаче объекта в эксплуатацию и его дальнейшее содержание ляжет на республиканский бюджет. Объект будет находиться на балансе Министерства спорта Республики Саха-Якутия. По завершению работ служба госзаказчика этот объект, когда он будет введен в эксплуатацию, передаст на баланс Министерства спорта.
Реконструкция спорткомплекса продолжается. Сегодня главная задача – запустить автоматизированные системы бассейна, которые соответствуют европейским стандартам. Главным вопросом остаются сроки ввода объекта. Энергетик должен был принять спортсменов в декабре прошлого года, но подрядчик вновь не успел. На данный момент основное оборудование смонтировано, идут пусконаладочные работы, доделывается строительная готовность тоже высокая. В прошлом году не было выполнено работы по благоустройству, по асфальтированию и по реконструкции кровли спортзала. С учетом всех вышесказанных моментов, окончательный срок ввода на данный момент нами обозначен как 30 июня, конец второго квартала. Параллельно реконструкции продолжается закупка мебели и оборудования. Наряду с внутренней отделкой и оснащением залов, бассейна и раздевалок будут произведены внешние работы. Ряд доработок требует фасад. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. Овощников Якутска сегодня проверяла окружная администрация совместно с приставами. Нарушения нашли в 3 павильонах. В рейде побывал Алексей Лукьяненко. Проверка была осуществлена в 3 павильонах, расположенных по улицам Чиряева, Дзержинского и Лермонтова. В 2 из них выявлено отсутствие контрольно-кассовой техники, в 3-м объекте неприменение, что является нарушением 54-го федерального закона о контрольно-кассовой технике при осуществлении расчетов в Российской Федерации. Сейчас бумажка положим, покажу. Ну, изначально, когда под бананы покупали, вы же, получается, кассового аппарата, я так понимаю, не было? Работает. Нет, была, работает. Нет, вопрос не просто бумажки кончились. Я сейчас покажу. покажу. Когда он работает же, правильно? Также в ходе рейда были выявлены и другие нарушения, такие как неверно оформленные документы на владельца торгового павильона, а также частичное отсутствие ценников на продуктах и санитарной книжки у продавцов. Пользуемся, сломался, сейчас новый заказали, должны быть сегодня, завтра. Почему ценники отсутствуют на большинстве продуктов? Видим, перцы, да, ценников нету, потом виноград, потом арбузы, нету Почему ценников. ценников не поставил? Не успел наверняка, сейчас витрины делаем же. Кассовый аппарат когда будет? Завтра. Завтра будет, Значит, да. сегодня вы не работаете? Сегодня уже закроемся, да. Вы говорите, что каждый день переклеиваете ценники, так получается? Да. Зачем? Они меняются? Каждый день цена разная. Конечно. На владельцев так называемых ларьков овощей и фруктов будут составлены протоколы инспекторами Федеральной налоговой службы. В данное время по отсутствию санитарных книжек информация направлена в Роспотребнадзор. По итогам выездов информация направляется в контрольные органы для принятия мер при выявлении тех или иных нарушений. Сегодня был выезд именно по отсутствию контрольно-кассовой техники, по применению контрольно-кассовой техники, по нарушениям права благоустройства города Якутска, а также на соблюдение требований закона о защите прав потребителей. Окружная администрация города Якутска призывает горожан требовать контрольный кассовый чек после покупки, так как это является одним из наиболее частых нарушений. В случае отказа вы можете обратиться напрямую в налоговую. Если же отсутствуют ценники или нарушены ваши права потребителя, в этом случае вам стоит обратиться в Роспотребнадзор. Алексей Лукьяненко, Джулус Иннокентьев, Якутск. В Якутии планируют выпускать медицинский и аргон-кислород. Азот широко применяется в разных сферах, например, в искусственном осеменении крупного рогатого скота, в строительстве, пожаротушении, а также при закачке шин и амортизаторов самолета. Сейчас на станции Саха-Агроплем производят 4 вида азота. В прошлом году выработали 118 тонн жидкого и 3000 литров газообразного. В течение этого года станция выпустит еще 120 тонн жидкости. Веществом обеспечили Вилюйскую группу районов, также газ доставили в южную и центральную часть региона. А в конце марта автомобиль с азотом отправится в заречную группу. Сейчас на станции работает 6 специалистов. В этом году установят новое оборудование. Якутская птицефабрика продолжает наращивать объемы производства. Сегодня там открыли обновленный цех по выращиванию молотки, полностью оснащенный современным итальянским оборудованием. С ним ознакомился наш корреспондент Петр Васильев. Якутская птицефабрика полностью завершила начатую в минувшем году реконструкцию цеха по выращиванию молотки. Несмотря на начавшуюся пандемию, итальянский подрядчик сдал всю работу в срок. Теперь производство пополнилось инновационным оборудованием и расширилось на 80 тысяч птицеголов.
Одно из новшеств – это полностью автоматизированная система кормления. Комбикорм поступает через отверстие вот в этот кормобункер, который затем, с использованием специальной программы, оператором направляется напрямую в клетки. Помимо питания, система контролирует вентиляцию, отопление, увлажнение и охлаждение. В каждую из 105 новооборудованных клеток поместят по 14 цыплят, которых спустя 10 дней отсортируют и рассадят. Модернизация цеха позволит выращивать молодняк не только для промышленных цехов фабрики, но и для продажи фермерам и населению. Как отмечают специалисты, переоборудование уже показывает существенный результат. Так, за 2020 год объем производства на птицефабрике значительно вырос. Каждый день выпускается по одному яйцу на каждого жителя Якутска. По итогам 2020 года выпустили 68 миллионов штук. В этом году планируем 77 миллионов. Ну и далее, по 2024 год мы должны выйти на 100 миллионов. Ну и модернизация вообще она должна продолжаться. В ближайшее время в республике планируют построить новый бойный цех, который увеличит количество выпускаемой продукции. Таким образом, до 65% населения Якутии будут обеспечены качественной местной продукцией. Петр Васильев, Семен Семенов, Якутск. В Доме художников сегодня открыли персональную выставку Миры Аргуновой. Художник-живописец в основном орудует масляной техникой. А вот круг тем и сюжетов разнообразны. Это и портреты, и пейзажи, и натюрморты. Из 50 картин, представленных на выставке, больше половины созданные в период пандемии. Так, например, картина под названием «В самоизоляции» была написана в прошлом году. Также внимание приковывает масштабная работа «Мечты сбываются», посвященная российскому мегапроекту «Сила Сибири». 9-ю персональную выставку Миры Аргуновой можно посетить до 18 апреля. В первую очередь, конечно, появляется какая-то идея, потом ведутся поиски, эскизные поиски, делается серия эскизов, набросков с натуры, рождается композиция и приступается уже работа непосредственно на холсте, которая ведется в несколько слоев. Я напомню, далее в 20:30 эфир нашего телеканала продолжит обращение главы Якутии Айсена Николаева. У нас же на этом пока все. Спасибо за внимание. До свидания.